Шерфініз қайырлы olsun саатлерде 12:30 эфирде заман. Бүгін Қырамыжғалдан 826 күні кетмекте. Бұл саатқа олып кечкен хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Муминия Алиеваның өлдірілмесінде шекленгенге тақиқат қабат шығарды. 30 яшлы ескі Қырым сакені Алексей Гнездиловны өлдіровны файда алмақ үшін ниетінен бежергенінде қабатлайлар. Уқу Қорчалайжы Абдуришид Джипаров білдіргеніне көре, яқаланған озына делілікке алмаға істей. Майыс 29 ақшамы Алиева ескі Қырымдан Тамғажы Изюмовка койыны қайтмақ үшін тоқтаған арабаға отырған. Ойсы елына деңіштірген, Муминияның намусына тоқынып, абырап өлдірген. Жесетіні есе Грушевка таш карьерінде комген. Майысының 30-ында беңлерінен Қырым татарлар мерхумнен ведалаштылар. Я как-то допустил такой ляп, как юристу мне это и как правозащитнику недопустимы такие вещи. Я назвал это несчастным случаем. Это, конечно, далеко. В самом деле, я прошу прощения всех, кто это меня слышал и не слышал, за мое такое вот не совсем нормальное высказывание. Вот. Это далеко не несчастный случай, это резонансное, очень тяжелое, чудовищное преступление. Поклонская молчит, Куровая Республики молчит. Никакого с их стороны, никто там, внимания особо так этому делу не уделяет. Наоборот, мы, насколько сейчас знаем, хотят сделать так, чтобы якобы он неменяемый, якобы он там пришел с повинной, хотя ничего этого не было. Мы помним, как был случай, когда Небиев якобы отстрелял медработников на станции скорой помощи. И как бы это было тогда, когда Поклонская уже и обвинение вынесла, она же и приговорила. То, что делается в Крыму, отношение, скажем, к одной стороне и отношение к другой стороне. Вот эта разница, она и дает, в общем-то, ту почву, которая позволяет некоторым людям из того же русского мира совершать те вещи, которые они совершают. То есть они знают, что просто есть безнаказанность, и дается повод и другим тоже думать, что можно еще дальше продолжать, и при этом ничего им такого не будет. Поэтому атмосфера сама по себе нездоровая в Крыму, что порождает вот такие вот происшествия и случаи. Русияның Шимали Кавказ махкемесінде Рус прокуратурасы кечкен сене қиярда яқаланған 4 мұсылманға қаршы қабат весиқасын açıkladı. Руслан Зейтулаевны санки ақиярда Хизбу Тахрир фырқасының бөлігіні тешкіл еткенінде қабатлайлар. Дигерлері Нури Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сейфулаевны санки бірлешмеде іштірак еткенлері үшін қабатлана. Оларға 20 ел апс жазасыны белгілей білелер. Түневін Ростовда бірінші махкеме отырышы олып кечті. Адвокат Эмиль Курбединов білдіргеніне көре, махкеме қабатланғанларға өз адвокатларыны белгілеген. С 2005 года подсудимый Зейтулаев являлся активным членом организации партии исламского освобождения. Осознавая общественную опасность своих действий, зная о том, что данная организация признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории России, в конце марта, начале апреля 2014 года умышленно организовал на территории города Севастополя деятельность ячейки партии исламского освобождения. Нам хочется верить, что перспективы будут для нас положительными, поскольку мы как защита не совсем усматриваем наличие состава преступления. Хочется верить, что все-таки нас услышат и наши подзащитные будут услышаны. Қырымда коммуналь төлеулер фиатыны 2 қат арттырмаға естейлер. Бұл ақта Ишгалжы акиметінің топлашымда фиат ве тариф бойынша комитет елбашысы Нина Азотович білдірді. Оның сөздеріне көре Ярмадада Русияның деге регионларына баққанда ең алчақ коммуналь төлеулер фиатыдыр. Қырымда шымды 1 киловатт электроэнергия үшін инсанлар 1 рубль 69 капық төлеселер, қомшы Ростов елетінде тариф 4 рублеге яқындыр. Несколько раз повышение тарифов для населения позволит нам сократить вот эту разницу. То есть внутреннее перекрестное субсидирование, которое в принципе... В процентном отношении насколько будет это повышение? Ну вот смотрите, в 2 раза по населению нам нужно вырастить в 2 раза. Пока позиция не населения неприемлемая. Кешкен сене сонына ел тамирленовыны бітірмеге вады берділер, лекен ойледі екінленмеді. Ахмеджетеке маршала Василенко соқақ сакенлері білдіргенне көре, тамирленов башланған сон ел да дешетлі ве қазай алға келді. Ел құружыларынан оғырашқан шіркет ішлеріні бітірмек үшін пара олмағанына шекает ете. Плохая организация, а деньги, может быть, разбазарили, а потом почему-то их не хватило. Ну, у меня уже машина убитая, знаете, вот подвеску разбил, всю. Надо наказать их, что-то такое. Они как-то здесь наплывом то работают, то не работают.
то в сосенках сидят вот здесь. Вот это место у них любимое. Я считаю вот так. Если нет денег, то и делать не надо. Что это за руководство такое, которое нет денег? Ну, нет денег. Ну, на телевидении я бы сказал. Что из-за отношений такое к работе? Я вообще не аж удивился. Сам всю жизнь на стройке проработал. Но вот такого никогда не было у меня. Дорожники, кто виноват? Я, что ли, виноват? Полиэтилен пакетлері ашайытве құрыжылы қалымтылары сасығы есе бұтын койге тарқала. Ахмеджет райондаки бұлғанақ койы чөплік баса. Кой жыварындаки мейданға чөплікні та 30 ел евелісі ташламаға башлаганлар шымды есе о бұйықтарлыға чевірілді. Ерлі әкеме чөплікнен күрешмеге ашықмай. Конечно, отвратительно, ужасно, конечно, что свалка есть. Ну, как бы, знаете, это уже давно, по-моему, длится. Я тут родился, и я, между прочим, возле нее живу как раз. Да. Вот. И как бы я сколько помню себя, столько вот она там существует, и как бы никто с ней не борется. Во-вторых, там постоянно бомжи ее, это самое, периодически поджигают, да, для металла, для всего прочего. То есть это и воздух. Запретить свалку. Мешает вам она? Мешает. Чем? Ну, то, что идет гадости, все вонь. Ночью, вечером привозят личный транспорт. Жигулями, прицепами, с 5-го отделения большинство. Мешает мусор вам? Конечно, мешает. Ветер разлетается по всему совхозу. У нас были там таблички, которых сломали и выбросили. Ну, население, мы же не будем за каждым сидеть и пасти, что туда кто-то ничего не вел. Бұсатқа олған сонки қаберіміз сілерге ей күнлер тілейм 15-30 ачқа жақ невбетекі яйынымызны қачырманы скорышкенже.